Я продолжаю писать карту дня на 8 сентября. Это вторая часть. Здесь смотрим следующие 6 знаков зодиака от весов и до рыбок. Если вам нужны знаки Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев или Дева, вам нужна первая часть этого видео, другое видео. Ссылочка на первую часть есть под этим видео в описании. Или еще можете зайти на канал мой Таро Дома, там найти. Или оставить в комментарии запрос. Я вам тогда в комментарии оставлю. Так, а я смотрю дальше. Весы. 8 сентября. Четверг. События для весов покажите мне. Застолье первое событие, которое я увидела. И плюс еще есть здесь удача. Мероприятие, то есть удачно пройдет какое-то мероприятие. Якорь. Вы можете там надолго, да, засидеться на этом мероприятии, потому что якорь показывает, что мы где-то бросили якорь и много времени проводим. Ожидание. Ожидание. Может быть, ожидание этого мероприятия. Или якорь показывает, что мы недвижимы, да, то есть мы не можем двигаться из-за какого-то ожидания, то есть кого-то или чего-то ждем. Так тоже может проиграться. Получение. Видите, у вас какой-то еще в этот день может быть. Получение документа, справки, бумаги. Может быть, ожидаете, да, вот этого письма. Еще как вариант, это может быть просто конверт. Да, то есть если вы идете на какое-то мероприятие, то конверт просто иногда прогрузится как конверт, да, подарок. Хорошо, смотрим теперь, что здесь. Горизонтали нет. Череп нельзя. Подарочек. Угу. Подарочек, конверт. Видите, рядышком выпали. Хорошие новости очень. Шарики радостные. Опять же, да, то есть если вот здесь вы что-то получите, то это будет что-то очень радостное. Угу, здесь нет. Значит, смотрите, какие у вас события. У вас просто вот все хорошие, ну, кроме ожидания, да, то есть у вас выпало какое-то мероприятие, застолье, подарок, хорошие новости, удача, получение, конверт, получение конверта, ожидание и якорь. Да, то есть якорь — это фиксация, остановка, когда мы либо где-то много времени проводим, либо якорь показывает, что-то заканчиваем. Еще тоже может так проигрываться. Да, то есть ну, что-то подводим к завершению, к итогу что-то подходит. Может еще так быть. Так что у вас вот единственный минус — это ожидание. Да, может немножко вас утомить в этот день. Ну, если выпадает, то это прям, знаете, когда мы сидим, и прям вот уже нас может немножко раздражать, да, что мы ждем. Но это не самое страшное, весы. Так что у вас, будем считать, очень замечательный день будет в четверг. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. Скорпиончики, 8 сентября, четверг. События дня.
ожидание, кого-то или что-то ждете, приглашение, ожидание приглашения. Или если вас пригласили куда-то, да, вот вы ждете, не дождетесь, когда вы уже пойдете. Значит, яблочко нельзя. Корона, встреча с каким-то важным человеком, влиятельным, серьезным, в форме, может быть. Скользкое дело. Надо быть осторожными. Да, то есть это всегда какие-то махинации, схемы по рыбе идут. Расческа, неприятность. Сразу же следом за рыбой. Да, то есть всегда вот эта рыба, она приводит к неприятности, к тому, что да, вот вы себе находите на голову проблемы. Так, новость нельзя. И еще может быть интимная связь. Четверг последним событием выпала. Смотрим теперь горизонтали, вертикали. Не вижу больше для вас ничего. Значит, смотрите, что в этот день получается. Вы можете получить приглашение, вы будете кого-то или что-то ждать, будет общение с каким-то важным человеком, схема, махинация, да, которая приведет к неприятности. То есть, если вы избежите этого, то не будет и неприятностей, я думаю. Потому что это как уже как итог, да, неприятности из-за этого. И интимная связь. То есть у вас тут, видите, единственная задача, да, задание на день, да, это избежать какой-то, вот не влезть в какую-то схему по рыбе. Потому что здесь будет предлагать что-то очень заманчивое, но потом это окажется враньем, да, и неприятностями только вернется. Так что, скорпиончики, надо включать рентген, да, свой и всех сканировать в этот день. Благодарю за внимание и перехожу дальше к стрельцам. Стрельцы. Восьмое сентября. События дня для стрельцов. Покажите мне, пожалуйста. Стрельцы. Смотрим, что у вас. Сразу же первая деловая встреча. Скорее всего, прям с утра какая-то встреча будет. Удача. Подкова. Возможно, пройдет удачно эта встреча. Нерешенный вопрос, смотрите, выпадает. Да, то есть встречаемся для чего? Решить какой-то вопрос. Возможно, давно, долго тянется. Да, цепь часто показывает большой период времени. Гости. Успех. Успех, результат, победа. Да, то есть, возможно, решение вот этого вопроса. Встреча пройдет успешно, результативно. Так, череп. Череп, может быть, не очень хорошее самочувствие у вас в этот день. Либо еще иногда показывает, когда мы планируем заниматься здоровьем, да, либо своей внешностью, может тоже выпадать. Смотрите, еще мог быть колодец, да, но я первый увидела череп. Если вы увидели колодец, тогда у вас проиграется колодец. Колодец – это печаль, да, то есть что-то вас может расстроить.
Корона. Какой-то важный человек, влиятельный, какой-то специалист. Например, если мы берем здоровье рядышком, да, то это может быть врач. Может так проиграться. Либо еще как вариант, после общения с этим влиятельным человеком, да, вы себя плохо чувствуете. Так тоже может быть. Может быть, он как-то будет на вас давить, да, то есть вы выходите, как, знаете, как выжатый лимон после общения с этим человеком. Так. Больше я не нашла совпадений. Значит, получается у вас в этот день встреча. Удачный для вас день. Удача выпадает. То есть все будет как-то для вас хорошо складываться. Нерешенный вопрос, который решится, потому что выпадает успех. Да, то есть нерешенные вопросы успешно решаются. Общение с гостями. Может быть, в гости придет к вам, да, какой-то вот такой человек, знаете, в короне, то есть который или при хорошей должности, или он, в принципе, по характеру такой, да, вот считает, что он король, да, вот король, королева. То есть вот будет общение с таким человеком. И показывает, что у вас еще может быть вопрос, связанный со здоровьем, самочувствием в этот день возникнет. Так что, стрельцы, вот такая информация для вас. Да? То есть есть и хорошие события, как удача, да, показывающая решение вопросов, общение, но есть и вот череп, да, такой минус. Благодарю вас за внимание и перехожу дальше к козерогам. Козерожки, смотрим, что у вас. Козероги. События дня. Покажите мне, пожалуйста. 8 сентября, четверг. Что будет у козерогов? Первое, что я увидела, это застолье. Бокальчик. Нерешенный вопрос. Общение с каким-то важным, влиятельным человеком. Может быть, где-то, да, кафе, ресторан. Может так проиграться, застолье. Да, то есть это не обязательно какой-то день рождения или пир. Да, то есть это можно пойти где-то посидеть, и тогда тоже бокал выпадает. Ожидание. Ожидание этого человека, ожидание встречи с этим человеком или ожидание решения вопроса, да, благодаря этому человеку. В общем, вариантов может быть много. Угу. Так, больше я ничего для вас не нашла. Значит, смотрите, получается у вас в этот день 4 события. Это какое-то застолье, мероприятие. Это нерешенный вопрос.
И видите, ножницы не выпали. То есть если выпадают ножницы, да, вот у вас, видите, они разделяются одной карточкой. То есть до решения вопроса осталось вот, ну, чуть-чуть, да, буквально немножко. И он решится. Но это будет не в этот день. Да, то есть в этот день, скорее всего, вы не решите. Дальше показывает общение с каким-то важным, влиятельным человеком. Человек в короне, да, может быть, просто много о себе. Да, вот мнит, скажем так. И ожидания еще в этот день. Так что, козерожки, вот такой у вас день. Благодарю за внимание и переходим дальше к водолеям. Сейчас будем смотреть, что у водолеев. Водолеи. 8 сентября, четверг. События дня для водолеев. Покажите мне. Угу. Весы, колебания, сомнения какие-то у вас могут быть в этот день, да, то есть будете выбирать, думать, какой же вариант выбрать. Рыба, вам надо быть осторожными, может быть какое-то скользкое предложение. События в доме. Замочек нельзя. Общение с друзьями. Друг. Возможно, да, вот это событие будете отмечать вместе с друзьями. И какой-то еще важный, влиятельный человек. То есть, возможно, одновременно, да, будут общение с друзьями, с этим человеком в короне. Может быть, у вас кто-то один из друзей просто такой, да, карта мне его описывает, да, какой-то серьезный, важный такой вот, может быть, даже человек в форме. Дорога, смотрите, может быть, и выбор. Дорога, выбор. Ехать, не ехать. Ехать этой дорогой или это. Ехать туда или сюда. Да, то есть вот так вот. Такие вопросы могут стоять в этот день. И тут же выпадает рядом письмо. Письмо часто рядом с дорогой проигрывается как билет. Да, то есть билет, либо какой-то проездной документ, да, либо какая-то справка, да, которая нужна для поездки. Либо еще информация приходит. Приходит информация по поводу поездки, да, например, там смс-ка. Угу. Значит, смотрите, что в этот день. В этот день у вас какое-то событие, в этот день у вас может быть поездка. С этой поездкой будет связан выбор. Получение какого-то документа, информации, общение с друзьями, общение с важным человеком, влиятельным, общение, знаете, как это может еще проиграться. Человек в короне – это тот, кто, например, сопровождает в дороге, это тот, кто проверяет документы в дороге, да, вот может еще так быть. Ну вот однозначно у вас будет общение с таким человеком, общение с друзьями, и единственный минус, который выпал, это скользкая рыба, да, ой, скользкое дело, рыба. То есть говорит о том, что вас могут в этот день обмануть, да, втянуть в какую-то схему, аферу и тому подобное. Поэтому будьте осторожны, постарайтесь избежать этой рыбы.
Вот такая информация у меня для вас. Перехожу дальше к рыбкам. Смотрим рыбки. 8 сентября, четверг, события дня. Покажите мне, пожалуйста, рыбки. События дня. Что будет у рыбок в четверг? Сразу же у вас выпадает первое солнышко. У вас с утра точно будет очень хорошее настроение. Гости. Возможно, в этот день будет общение с гостями. Вы пойдете в гости, к вам придут гости. Весы нельзя. Новость. Получение информации, новости, скорее всего, либо смс-ка, либо письмо на электронную почту. Может быть, кто-то вам пришлет смс-ку, скажет, идем в гости. Да. Или приходи в гости. Встреча. Ну, чаще, конечно, свиток показывает именно деловую встречу, связанную с работой, с делами, больше, чем какую-то личную встречу. Чемоданчик нельзя. Ключик. Очень хорошо. Ключ показывает возможности. Какие-то открытые двери, да, то есть какие-то интересные предложения по ключу очень часто идут на встрече, да, то есть показывает встреча, может быть, будет какой-то ключевой эта встреча важной, так тоже может еще проигрываться. События нельзя, смотрите, мешочек тоже нельзя. Проверяем с вами горизонтали, вертикали. Застолье. Застолье, видите, точно будет. На застолье будет очень хорошее настроение у вас. Так, свидание нельзя. Здесь нет, здесь нет. Угу. Здесь нет. Получается, в этот день у вас хорошее настроение, гости, застолье, приходит какая-то смс-ка, информация, может быть еще деловая встреча, и будет очень важный день, да, то есть день, в который все получается, все удается, появляются какие-то интересные предложения, возможно, также еще ключевой день, важный день просто, или ключевое какое-то событие, связанная с делами, работой. Так что, рыбки, смотрите, все прекрасно. Да, у вас здесь выпадает на четверг. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.